Поистине день, судный день – это истина. И всех нас ждет стояние перед Аллахом Субхану ва Тааля и ответ за те деяния, которые мы совершали в этом мире. И на прошлых проповедях я упоминал о тех причинах или тех заступниках, которых Аллах Субхану ва Тааля может нам дать. То есть мы можем сделать причины в этом мире при жизни, по причине чего Аллах Субхану ва Тааля сделает их заступниками за нас в судный день. Сегодня же я хотел упомянуть о тех свидетелях, которые будут выступать против нас. Тех свидетелей, которые будут говорить, рассказывать о наших грехах, которые мы совершали в этом мире. И первый из которых – это земля. Земля, по которой мы ходим. Земля, про которую мы считаем, что она неодушевленная. Но тем не менее Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране о том, что этой земле будет дана возможность, право говорить и рассказывать о тех деяниях, которые мы совершали, когда жили на ней, когда ходили по ней. И Аллах Субхану ва Тааля в суре Зильзаля говорит: «Ида зульзилатил арду зильзаляха, ва ахраджатил арду атхалаха, ва каля л-инсану ма лаха, яума идин тухаддису ахбараха би анна раббака аухалаха». Воистину земля содрогнется от сотрясений. То есть будет землетрясение, земля будет трястись. Когда земля извергнет свою ношу, приводит к тому, что все сокровища, которые будут скрыты, она все выкинет. И дальше и человек спросит, что с ней, что случилось. В тот день она поведает свой рассказ. То есть Аллах Субхану ва Тааля, говоря о земле, говорит, что в тот день, в судный день, она поведает свой рассказ. Потому что Господь твой внушил ей это. То есть Аллах Субхану ва Тааля даст ей возможность рассказывать, и она расскажет свой рассказ о тех деяниях, которые мы совершали. И в одном из хадисов от Абу Хурейры пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал эти аяты из суры Зильзаля, и, говоря об этом, говорил: в тот день она поведает свои вести, спросил: знаете ли, какими будут эти вести? На что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из уважения сказали: Аллах и его пророк знают больше. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине ее вести будут заключаться в том, что станет свидетельствовать против каждого раба и рабыни Аллаха относительно того, что он делал на ней. И она скажет: ты сделал то-то и то-то в такой-то день, таким будут ее вести. То есть те деяния, какие грехи мы совершали на этой земле, земля будет свидетельствовать против нас. И сколько людей, которые позволяют себе загрязнять реки, землю, вырубать леса, мы за это будем отвечать. И когда мы выбрасываем мусор из машины, вот эта земля, этот мусор, он будет свидетельствовать против нас, что мы этот мусор выбросили. Мы должны это понимать. Даже если никто нас не видит, мы где-то мусор загрязнили, эта земля будет против нас свидетельствовать. И это то, о чем Аллах Субхану ва Тааля говорит в этих аятах. И ей будет дано, и она будет об этом свидетельствовать в судный день. И мы должны знать и бояться этого. Вторым свидетелем будет наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и ему будет дано это право свидетельствовать против тех, кто не признал его, посчитал его призыв ложью и воевал против него, вредил. Как об этом Аллах Субхану ва Тааля сказал: что же произойдет, когда мы приведем по свидетелю от каждой общины? То есть не только пророк, а все пророки от каждой общины будет свидетель. И тебя приведем, говоря о пророке, саллаллаху алейхи вассалям, и тебя приведем свидетелем против этих. В тот день те, которые не уверовали и ослушались посланника, пожелают, чтобы земля сравнялась с ними. То есть просто чтобы они исчезли. Они не смогут утаить от Аллаха ни одной беседы. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будет свидетельствовать против тех, кто посчитал его религию ложью и воевал против него. Третье, кому будет дано быть свидетелем против, это ученые, другие пророки и обычные мусульмане. У каждого общины будет приходить свой пророк, у каждого джамаата будет да'и, имам, или просто даже среди мусульман будет один мусульман быть свидетелем против греха другого мусульманина. Аллах Субхану ва Тааля говорит: кто может быть несправедливее того, кто возвел навет на Аллаха? Когда они предстанут перед Господом, свидетели скажут. То есть будут свидетели, которые скажут: это они оболгали своего Господа, да будет проклятие Аллаха над беззаконниками. То есть Аллах Субхану ва Тааля по своей мудрости, по своей справедливости сделал так, что это не просто будет. Аллаху ведомо все. Аллах знает все наши деяния. Но чтобы у нас не было оправданий, будут люди, которые были свидетелями наших деяний здесь, и они будут свидетельствовать против нас. Приходит хадис от Ибн Умара в
в сборнике имама Ахмада, где он приводит слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Поистине Всевышний Аллах свят Он и велик, приблизит верующего и покроет его». То есть во время отсчета, когда мусульманина выведут, и Аллах покроет его, так что остальные не будут видеть его деяния, своей тенью Он скроет его от людей и заставит признаться в своих грехах. То есть Он заставит этого человека признаться в своих грехах. Он скажет ему: узнаешь ли ты такой-то грех или такой-то грех? Знаешь ли ты тот-то грех? И когда он заставит человека признаться в своих грехах, а тот подумает, что он пропал. То есть мусульманин подумает, что он пропал, Аллах скажет: я прикрыл твои грехи при жизни, и я прощаю их тебе в этот день. То есть я прикрыл его в то время и прикрыл в этот день. Я прощаю тебе. То есть это вот один из хадисов, который вот в наше сердце внушает надежду на прощение Аллаха субхану ва тааля. Но здесь же есть и мудрость, что условие то, что я скрыл это в том мире. То есть в этом мире мы совершили какую-то ошибку, какой-то грех, и об этом люди не узнали. У нас есть надежда, если мы покаемся перед Аллахом субхану ва тааля, что Аллах не опозорит нас в судный день и скроет наш грех. В противовес тому, кто открыто делает грех среди людей. И эти люди будут свидетелями того, что этот человек совершил этот грех, и Аллах уже его не скроет. Потому что есть свидетели, которые будут выступать против. И возвращаясь опять же к тому хадису, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что в моей умме всем будет прощено, кроме того, кто ночью совершил грех. И Аллах скрыл его. То есть покрыл его, а он утром пришел и сказал: я сделал то-то и то-то. И это сравнение того, что Аллах накрыл его одеялом, а он утром пришел, и это одеяло Аллаха сбросил с себя. То есть он сам засвидетельствовал о своем грехе. И все люди, которые слышали это, они будут свидетелями в судный день и скажут: да, этот человек совершил, он сам об этом сказал. И это опять же слово для тех, кто не совершал грехи, но пытается это рассказать, чтобы подняться в глазах людей. Понимая, что раз мы это услышали, мы свидетели этому будем. И опять же вопрос того, что если совершил грех, не рассказывай об этом. У нас бывает, да, и мы начинаем рассказывать про свои ошибки, думая, что это было, нужно стесняться этого. И есть возможность того, что Аллах субхану ва тааля скроет, как скрыл этому человеку, о котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул в своем хадисе. Иначе эти люди, которые видели или слышали наши разговоры, они будут свидетелями в судный день и выступать против нас. Четвертыми свидетелями будут два ангела. Два ангела, которые находятся рядом с человеком. И по милости Аллаха субхану ва тааля, по его щедрости, нас окружает каждого человека 4 ангела. Двое ангелов записывают наши дела. Справа наши благие дела, слева наши плохие дела. Спереди и сзади нас сопутствуют ангелы, которые нас защищают, охраняют. Это тоже милость Аллаха субхану ва тааля, о которой мы знаем из хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И когда Аллах субхану ва тааля, говоря в Коране, говорит: и каждая душа явится вместе с погонщиком и свидетелем, ты был обеспечен к этому, но мы сорвали с тебя твое покрывало, и острым является сегодня твой взор. Его товарищ, ангел, скажет: вот то, что подготовлено у меня. То есть ангел расскажет. И Ибн Касир, делая шарх этого аята, говорит: рядом с каждым человеком находится сопровождающий его ангела, оберегающий его сзади и спереди по приказу Аллаха. То есть с каждым человеком постоянно находятся 4 ангела, даже если мы их не видим. И они тоже будут свидетелями наших деяний в судный день. То есть даже если мы одни остались наедине, это не значит, что мы одни. С нами постоянно ангелы, они видят нас и записывают наши деяния. И они будут свидетелями за нас или против нас в судный день. И пятое, последнее, это когда части тела будут свидетельствовать против нас самих. То есть Аллах субхану ва тааля запечатает наши уста. То есть сейчас мы что-то совершаем, у нас есть возможность юлить. Это не то, что вы подумали, я имел другое, и пытаемся оправдаться. В судный день у нас этой возможности не будет. У нас уста будут запечатаны, и за нас будут говорить наши руки, наши глаза, наши уши, другие части тела, выступая против, что мы совершали эти грехи. Аллах субхану ва тааля говорит в Коране: сегодня мы запечатаем их уста, их руки будут говорить с нами, их ноги будут свидетельствовать о том, что они приобретали. Также Аллах субхану ва тааля говорит: в тот день, когда враги Аллаха будут собраны перед огнем, их задержат. Когда же они достигнут его, их слух, их взоры, их кожа станут свидетельствовать против них о том, что они совершали. Они скажут своей коже: почему вы стали свидетельствовать против нас? То есть мы будем сами себя, почему? Они скажут: нас заставил говорить Аллах, который заставил говорить всякую вещь. Он сотворил вас в первый раз, и к нему вы будете возвращены. Вы не пытались укрыться от свидетельств вашего слуха, ваших взоров и вашей кожи, но вы предполагали, что Аллах не знает многого из того, что вы совершали.
Это ваши предположения, которые вы делали о вашем Господе. Погубили вас, и вы оказались одним из потерпевших убыток. Если даже они проявят терпение, их обителью будет огонь. Если же они попросят благосклонность, то к ним не будет благосклонной. Говорят, что эти люди уже попадут в ад. Аллах Субхану ва Тааля справедлив. Каждому из нас дается срочку. До судного дня, до смерти мы можем исправиться, попросить у Аллаха Субхану ва Тааля прощения. И вот эти аяты и хадисы приходят в том, что Аллах видит нас. То есть даже мы все верим, что Аллах видит нас, Аллах видит наши деяния, но вот вера в это, она еще не укрепилась в нашем сердце. То есть мы не осознаем это, мы, может, верим, но не осознаем это. И для этого есть другие примеры, что помимо знания Аллаха Субхану ва Тааля будет свидетельство против нас, наши окружающие, даже земля или даже наши руки, которые совершают грех. Для того, чтобы, совершая какую-то, или идя на совершение какого-то греха, мы подумали, что вот эти руки, которые сейчас совершают грех, или эти ноги, которые идут в сторону греха, в судный день будут против нас свидетельствовать. И там уже мы не сможем оправдаться. Поэтому пока есть возможность одуматься, убояться Аллаха Субхану ва Тааля, просить Его прощения и вернуться к Нему. Ва хулю кавля хада, ва астагфируллаха ва атубу иляйх.